Здравствуйте, ребята! Давайте начнем урок русского языка. Тема нашего урока – обращение. Кто хорошо владеет обращением, тот непременно добивается успеха в общении, а значит в жизни. Обращение – слово или сочетание слов, называющее того, к кому или к чему обращается с речью. Обращение зависит от языковых традиций. Обращение зависит от культуры собеседников. Обращение зависит от речевой ситуации. Место в предложении обращение может стоять в начале, в середине и в конце предложения. Обращение не является членом предложения. Грамматическая форма. Обращение имеет форму именительного падежа и произносится с особой звательной интонацией. Друзья мои, прекрасен наш союз. В разговорной речи существует особая форма обращения, так называемый усеченный именительный падеж существительного. Дашь? Дай ручку. Петь, Петь, приходи пораньше. Схема обращения, посмотрите, в начале, в середине, в конце. Знаки препинания. Обращение вместе со всеми относящимися к ним словами выделяется запятыми, если произносится без восклицательной интонации. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Посмотрите, обращение здесь у нас в середине находится и выделяется с двух сторон запятыми. Если обращение, стоящее в начале предложения, произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Старик, о прежнем позабудь. Посмотрите внимательно, старик в начале, и после старика там восклицательно произносится с восклицательной интонацией. Ставится знак восклицательный знак ставится. Частица «о», стоящая перед обращением, не отделяется от него никакими знаками. Как хорошо ты, о море ночное. Частица «а» и «да», стоящие перед повторяющимся обращением, запятой не отделяется, а перед ними запятая ставится. «Барин, барин», промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом. Однородные обращения, соединенные союзом «и» или «да», запятой не разделяются. «Здравствуй! Солнце да утро веселое!» Если союз и повторяется при однородных обращениях, то перед первым и запятая не ставится. «Выйдите вон из класса! И Петя, и Вася!» При наличии нескольких обращений к одному лицу, находящихся в разных местах предложения, каждое из них выделяется запятыми. «Иван Ильич, распорядись, братец, насчет закуски». Богатство видов обращения в русском языке. Мистер Хантер, либо Билл, мисс, миссис, мистер, сеньорита, сеньора, сеньор. Сударь, сударыня, устаревшие слова. Товарищ, господин, гражданин, Петров, Крушевский, Петр Иванович, Вера Сергеевна, Сергей, Виталий и так далее. Неуместные обращения. Обычно такие обращения встречаются в разговорной речи. Тетенька, дяденька, мужики, девчонки,
дядя Коля, тетя Клава, Александр. Обращение «ты» и «вы» в русском языке мы можем обратиться к человеку на «ты» или на «вы». На «вы» обращаются друг к другу незнакомые и малознакомые взрослые люди в официальной обстановке. Например, ученик к учителю, младший к старшему по возрасту. Обращение можно выразить ласку, доброту говорящего и наоборот, недовольство. Например, «Здравствуй, Колечка». Любочка, Маринуся, Любка, болван, остолоп, недотепа, шалопай, умница, красавица и другие слова. История обращения в русском языке. В древнерусском языке для обращения существовал специальный падеж, 7. Он назывался звательным. В сказке Александра Сергеевича Пушкина мы находим древнюю форму обращения «старче». Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Это интересно. Разорванное обращение первое. «Откуда, умная, бредешь ты, голова?» Обращение не по имени или по какому-либо специальному социальному названию, а описательно подмечая в человеке яркую отличительную деталь. Например, там, в шляпе, вы оплатили проезд. Личные местоимения «ты» и «вы» могут выступать в роли обращения. Например, «Эй, вы, прекратите скорее!» «Тише ты!» — крикнула Феня. В этом задании вам нужно будет установить соответствие. Сергей Сергеевич, это вы ли? Ваше превосходительство, разрешите доложить. Пошел кучер, я и не отговариваюсь, тетушка. Что ж ты, молодчик, оброка не платишь? Собственное имя, название лица по родству, название лица по профессии, название лица по возрасту, название лица по общественному положению. Вам нужно будет соответствие установить. Подбери обращение к каждому из рисунков. Бабушка Ольга Петровна, Серега дорогой друг, соседка сударыня. К какому рисунку какое слово подходит? Домашнее задание, параграф 41, номер 225 упражнение на странице 145. На этом урок окончен.